Горно-геологический техникум поселка Хандага – участник образовательно-производственного кластера подготовки кадров для горнодобывающей отрасли Якутии. Сегодня в этом учебном заведении обучается свыше 100 студентов по востребованным профессиям. Ежегодно в техникуме проводится единый день открытых дверей. В этом году в масштабном профориентационном мероприятии приняли участие учащиеся 4 общеобразовательных учреждений Тампонского района, родители и представители школ. В новом учебном году в нашей стране стартовал федеральный проект для средних учебных заведений «Профессионалитет». Он позволит молодым людям в сжатые сроки стать специалистами, гарантированно получить работу и достойную зарплату на предприятиях промышленности. На открытом классном часе «Профессионалитет. Ты в хорошей компании» старшеклассников встретили заместитель директора по учебно-производственной работе Лена Абрамова и заместитель директора по учебно-воспитательной работе Людмила Миронова. Амбассадоры профессионалитета рассказали ребятам о федеральном проекте, специальностях, которым обучают в горно-геологическом техникуме и предприятиях-партнерах. С программой профессионалитета будет сокращение на 1 год, то есть 2 года. По рабочим профессиям сокращение до 2 лет обучения. Профессионалитет – это подготовка специалистов по запросам работодателей. То есть, как сказала Лена Герасимовна, это 100% трудоустройство. На родительском онлайн-офлайн собрании состоялась интерактивная встреча с предприятиями-партнерами «Эльга-Уголь», «Якут-Уголь» и «Колмар». Образовательный процесс будет более практикоориентированным, дети получат возможность получать навыки прямо на предприятии. И предполагается сетевое взаимодействие с Южно-Якутским технологическим колледжем. Данное мероприятие полезно, потому что дети уже с 9 класса наглядно смотрят, руками трогают приборы по профессиям геолога и геодезиста. И такое мероприятие еще надо провести родителям, чтобы родители с детьми пришли, увидели, что такое вообще профессия геолога, геодезиста, потому что дети не только сами выбирают свою профессию, и родители тоже помогают. На площадках горно-геологического техникума старшеклассникам предоставили возможность познакомиться с новейшим оборудованием, поучаствовать в профессиональных пробах по направлениям геодезия, геология, обогащение полезных ископаемых и узнать о преимуществах обучения по новой программе. Каждый преподаватель подготовил практическую работу на мини-оборудованиях, используемых в производстве. На профессиональных пробах по направлению обогащения полезных ископаемых преподаватель спецдисциплин Алена Васильева рассказала школьникам о профессии обогатителя и поделилась своим опытом стажировки на предприятиях горнодобывающей компании «Полиметалл», в ресурсах Албазино в Амурской области и на Нежданинском горно-обогатительном комбинате в Тампонском районе. Так, дальше идем. Это вторая фабрика, которая у нас находится в Тампонском улусе. Вы, наверное, слышали слово Нежданинский, да? Нежданинское месторождение, которое у нас была запущена фабрика год назад, в ноябре месяце, то есть исполнится год, как он запущен. И там, получается, обогащают золото. Золото там, как я вам сказала, на 1 тонну находится всего лишь 5 грамм золота, и все работники, которые там находятся, они работают систематизированно, друг с другом очень дружно. Это коллектив, который производит очень много процессов и получает это золото почти в чистом виде. Она считает, что когда теория подкреплена практикой, то доносить знания до аудитории намного легче. Так, это серебро содержащее. Можете прямо посмотреть, то, что блестит, это у нас серебро. В новой мастерской старшеклассники имели возможность выполнить лабораторную работу по флотации, процесс отделения полезного компонента из измельченной руды. Восьмиклассница Оля Уварова из села Дорожников Теплый Ключ еще не определилась с выбором будущей профессии, но все равно с большим удовольствием попробовала себя в роли обогатителя полезных ископаемых. Мои впечатления было интересно, мне понравилось. Мы обогащали серебро,
Было прикольно, кстати. Я заливала одно вещество, и там оно впенивалось. Рядом с селом, где я живу, Теплый Ключ, находится фабрика, где обогащают вот эти вещества. Мне было вот интересно. На профессиональных пробах по направлению геодезия ребят встретили преподаватели спецдисциплин Ирина Алексеева и Денис Захаров. Ирина Зуевна свой профессиональный путь после окончания Уральского федерального университета в городе Екатеринбурге начинала в горном геологическом техникуме. Примечательно, что после рождения детей она вернулась в Хандыгу, чтобы продолжить обучать студентов геодезии и маркшейдерскому делу. То есть геодезия никогда не стоит на месте, она постоянно развивается, тем более в нее очень внедряют различные искусственный интеллект, да, роботизирование, ну и также автоматизацию того, что человеку практически не нужно находиться постоянно с прибором, его управление идет через компьютер, да, и ему требуется только нахождение для того, чтобы просто следить за работой основной. В мастерской учащиеся смогли на практике почувствовать профессию геодезиста. Познакомились с такими приборами, как тахеометр, теодолит, нивелир. Делали замеры с помощью геодезических приборов и провели лазерное сканирование. Это я. Вот это круто. Вот для нас, конечно же, важно, чтобы школьники понимали, что есть такие профессии, да, познакомились, расширили свой кругозор и прикоснулись к тому, к горной промышленности, да, и была возможность узнать, что есть такая профессия, и возможность получить эту профессию в стенах нашего техникума. Молодой педагог Анна Прокопьева в 2015 году после окончания учебного заведения приехала работать в Тампонский район. Она преподаватель специальных дисциплин геологическая съемка и разведка. Наши выпускники работают во многих предприятиях на территории нашей республики и хорошо себя проявили. Ежегодно при наборе данной группы по специальности ежегодно увеличивается набор абитуриентов на эти довольно узкие специальности. И то есть считаю о том, что идет большая популяризация профессий именно по горной отрасли. На профессиональных пробах по направлению геология студенты горно-геологического техникума поделились своим опытом на практике, ознакомили учащихся с работой с микроскопами и видами геологических проб. Вот такие вот они принесли фотографии, очень красивые, да, то есть это вдали от цивилизации, в горной местности, да, то есть они вели литохимические съемку, отбирали образцы и жили в полевых условиях, да, то есть здесь также работа такая вот специфичная. Видим на фотографиях костры, да. Меня заинтересовала геология, ведь там очень хорошо объяснили. Мы смотрели там разные микроскопы и на разных материалах. В будущем, может быть, я свяжу свою жизнь с геологией, потому что мне эта тема очень интересна. Направление геодезиста очень современное, оборудование все время обновляется, как нам рассказывали, очень дорогие. И рассказали нам о приборах, как они работают и весь в целом процесс. Я думаю, что эти мероприятия очень полезны, чтобы определить ученикам свою будущую профессию в сфере промышленности. И лично я подумаю, буду ли я работать в сфере промышленности, но пока я не определился. Но мне это мероприятие понравилось и показалось полезным. На единый день открытых дверей приехали учащиеся Хандыгской, Сосыльской и Теплоключевской средних школ, а также Тамбовской многопрофильной гимназии, что свидетельствует о большом интересе школьников к системе среднего профессионального образования и проекту «Профессионалитет». В целом я получила представление о горной промышленности, какие профессии в нем бывают, и я
убедилась, что это очень широкая сфера, там могут быть самые разные области. Можно как на фабрике и лаборатории работать, с разными приборами, как такими рабочими или современными. Мне все понравилось, потому что каждая сфера по-своему была интересной. Я считаю, что такие мероприятия необходимы. Например, до этого я совсем не имела представления о такой сфере. Я даже не знала, как она работает, что в ней можно делать. И теперь у меня больше выбора, у меня мировоззрение расширилось. Подготовка высококвалифицированных кадров, востребованных в республике, одна из ключевых задач горно-геологического техникума. Ну, материально-техническая база колледжей и техникумов на данный момент очень сильно выгодно отличается. Идет вливание именно в среднее профессиональное образование со стороны правительства Российской Федерации. Мы закупаем современное оборудование, которое используется на предприятиях вот сейчас, в наше время. То есть оборудование совсем все современное, все, что именно используют на предприятиях. Последние 3 года мы оснастили лабораторию маркшедерии и геодезии, также мастерскую по обогащению полезных ископаемых. Вот 2 этих направления очень сильно у нас. Ну и геология, она в основном, конечно, там используется программное обеспечение новое. Для повышения уровня компетенции будущих специалистов техникум открывает новый уровень образования –